Ну что, ребята, спортивная сумка, немного приспортивный вид. Надеюсь, все понятно. Наступило время подснежников, господа, подснежников. То есть подснежников не цветов прекрасных, которых мы дарим своим любимым девушкам на первые лучи солнца. Нет, подснежников тех, которые идут в зал и пытаются подготовиться к лету. Ну, таких как я. Подснежников. Что, попробуем подготовиться? Айда в зал. Сегодня я буду, как я уже сказал, пресс просто добивать, добивать пресс. И, проявлять. Да, проявлять. И мне сегодня в этом поможет вот стройный вот такой парень, худенький, щупленький, но он знает свое дело. Самое главное, я-то все знаю, я уже занимался, вот, как говорят многие, говорю я. It's a way, man. И я прошел вот так. А? Вы так можете? Нет, а я могу. Посмотрим, сколько. Hello, darkness, my old friend. Я сбросил лишний вес. Да, я сбросил. Но, чтобы все сделать правильно, для этого нужен специальный, умеющий, специально обученный человек, долго обучающийся и знающий свое дело. Судя вот по этому всему. Поехали! Так, итак, что это за чудо техники и как оно работает? Банальный эллиптический тренажер, который плодотворно складывается на в целом нашем силуэте. Прошу. Банальный эллиптический тренажер. Да? Андронный коллайдер, елки-палки, мне тут прошу. Становись побыстрее. То есть он... Пятки не отрывая, ноги выровняй. Ух, ни хрена себе. Чуть таз затяни назад, чтобы видно было, наоборот, таз затяни назад. Вот, все. Да, детка. Слушай, ты говоришь легкий тренажер, а? Ни хрена он легкий. Многие же недооценивают. Прощай, кальян. A few moments later. Не так-то просто подснежник убирать, оказывается. 10 минут на этих лыжах. Простой тренажер, как меня сейчас обманули. Слушайте, я вот сейчас на себя ощутил, как человек просто превращается в амебу, не занимаясь. Мои мышцы, ни к черту. Спорт, ребята, спорт, обязательно. Бросайте все свои вредные привычки. Это у нас разминка. К разминке еще относится что? Мышцы пресса и поясницы. Это обязательно. То есть, чтобы наш корсет был как-то подтянут, мы должны тренировать пресс, то есть передняя часть, наша передняя фронтальная линия и задняя часть поясницы. То, что у всех, как правило, бывает слабая часть тела. Это доказано. У меня сильный пресс, у меня прям кубик, вот видите, круглый. Эллипса. Да. Итак, с чего тогда начинаем? Это как раз начнем с гиперэкстензии. Ноги выровняем, ровно поставь. Чуть пошире. Гиперэкстензия. Высоко не поднимайся. Руки на плечах. Руки на плечах. Выровняй спину. Опускайся медленно, потратив время на улицу. На улицу смотри. Все, ниже не надо. Выше не надо. 10-12 повторений. Темп еще медленнее. И 12, третий подход. Тяни, домохозяйка! Тяни! Блин, я мешок. Честно, я мешок. Будем делать классические подъемы на брусьях колена. Классический подъем на брусьях колена. Ничего сверхъестественного, движение все со своим весом. С моим весом? Это большая нагрузка. С моим весом. Да, нагрузка большая. Пойдем пробовать.
Так, мы не прямыми ногами, мы именно коленки делаем. Коленки согнуты, да. Чуть коленки Вот согнуты. И оп, Сильные ноги вытяни вперед. вот так. Вот так, в таком исполнении. Ага. Ниже не надо. О, о, Стараться сохранять правильную биомеханику упражнения, чтобы не было каких-то проблем с поясницей, с позвоночником. а мы пиво пить будем потом? Мне нужен допинг. Сейчас мы размялись, скажем так. Хотя для меня это полноценная тренировка, черт побери. Я сейчас с ума сойду. Какие кошмары происходят дальше. Вот опять-таки, учитывая, что вот я такой человек, у меня я инвалид, спинка болит и все остальное. То есть, что дальше рекомендуется уже для плотной нагрузки, для того, чтобы я начал приходить в себя и приводить свое тело в порядок. Делаем дальше мы упражнения именно с отягощением, то, что касается именно мышц спины, потому что спина нам в приоритете всегда, потому что мы свой организм должны нести, и ноги, что немаловажно. Здесь это второстепенно. Главное, твоя, так скажем, ментальная связь. То есть голова, то есть мозг, чтобы наше движение воспринимал правильно. И то, что мы тренируем какую-то мышцу, в данном случае широчайшую мышцу спины, чтобы была полная концентрация именно на ней. Как большинство людей переносят нагрузку там, на руки, на все что угодно, но не на спину. Внизу ее сокращаю. Блин, это непросто, честно, непросто. Короче, движение начинается из серии I'm sexy and I know it. И вот, Вот так. Старайся сокращать лопатки. Будь все время выталкивать вперед. Кисти не напрягаем. Есть. я надеюсь, сейчас это видит моя бывшая. Техника-то улучшается, улучшается. Далеко пойдешь. Это только начало, мы идем дальше. И сюда. Я походу умею. Умеете, могете просто. Поехали ноги делать. То есть вы понимаете, да, что происходит? Оп. А это если что, красная кнопка катапульта. Устал, и тебя выпрыгнуло. Носки на себя это принципиально важно. Это зависит от связок. То есть, когда ты сделаешь, даже 2 раза сделал, но носки вытяни. Чувствуешь, нагружается коленный сустав, связка. Ага. Именно ты их растягиваешь. Если на растяжении, никакого здесь кровообращения, ничего не будет. Все гениально просто. Я на самом деле очень скептически к этому относился, но сейчас я понимаю. Тренер – это тот человек, который поможет тебе сделать свое тело правильным и поможет тебе это сделать правильно. Вот, вот. Ложись, говорит, дурак, ложись, ложусь. Перестаньте снимать меня в неловких позах. Что происходит? Что скажут люди, что скажут соседи? А родственники что скажут? Вот это наше упражнение за один день, я так понимаю, да? Или еще дополняется? Еще надо, да. Еще надо. Поехали, да. Еще надо. Надо еще. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Правильное вот оно приседание. Что вы хотите, елки-палы? Вот оно правильное приседание. Пацаны, вообще, ребята, классно. Так, руки перед собой. Таз затягивай. Колено пол. Реально. Своим весом таких 30 раз все нормально. Да. Я даже не вспотел, я даже не устал. Да, вообще, живот ушел сразу, видите, вот. Ушел, я сказал он. Самое главное, да, как я для себя это понял. Во-первых, не надо бесщадно себя уничтожать в спортзале, когда ты заходишь первые дни и все остальное. Подготовь свое тело. Подготовь свое тело, подготовь свой ум, как правильно нам сказал наш тренер, чтобы ты правильно это все делал. Употребляйте воду, пейте воду больше, лучше, она помогает. Дополняйте организм, он теряет влагу. Я это на себе ощутил, когда я занимался. Я потел, мне было тяжело дышать, пересыхало во рту. Употребляйте влагу.
помогают нам питаться, белковые протеиновые коктейли. Это неплохо, это не химия, это дополнение к пищевому рациону. Очень важно дополнение. Обязательное употребление мяса, желательно в минимальной термической обработке, курица, каши и вода. Овощи обязательно. И овощи, Да. овощи. Если мы это будем кушать, нам не надо лишать себя еды, нам надо наоборот кушать, но кушать это сбалансированно, правильно и дополнять. И заниматься с правильными людьми. Осталось придумать спортивные хинкали и спортивные лыжи. И тогда будет вообще все хорошо. На самом деле спорт, банально скажу, спорт это прекрасно. Спорт это недорого. Ну, скажем так, месяц занятий вам обойдется от 1000 до 3000 рублей. Можно сделать еще круче. Можно взять годовой абонемент, чуть-чуть раскошелиться, да, разово потратить определенную сумму, там это около 20 тысяч, от 15 до 20 тысяч, до 30 возможно. Не жалейте денег на правильный образ жизни. Это вам в плюс.